Доброе утро, на календаре среда, 7 августа, и мы продолжаем говорить о самом интересном в республике. Об интересном и, конечно, полезном. Например, с 12 по 18 августа любой желающий может принять участие в экологической акции «Батарейки сдаем». Подробнее о ней узнаем у нашего гостя. В студии начальник отдела экологии и охраны окружающей среды администрации города Уфы Ольга Филева. Доброе утро, Ольга Николаевна. Доброе утро. Как мы уже сказали, акция пройдет с 12 по 18 августа. Что можно сдавать, что нельзя? Можно сдавать батарейки любых брендов, любых типов. Можно принести мелкую электронику, старые телефоны, которые жалко выбросить. Можно принести аккумуляторы от любых видов электроники. Ну, аккумуляторы автомобильные, естественно, оставить дома. Ну, слушайте, большой спектр, да, получается, не только батарейки. Расскажите, пожалуйста, это традиционная акция, большая акция. Сколько лет она уже проводится? Мы ее проводим 2019 года. То есть это 6-й уже наш сезон со сбором батареек. Скажите, а где будет находиться точка сбора? Мы стараемся каждый раз, у нас же 7 районов в городе, мы стараемся, чтобы эта фестивальная точка история, да? была в каждом районе города. Вот в этом году это будет Демский район, новый обновленный красивый парк Демского района. Мы приглашаем туда всех жителей. Вы можете передать батарейки на утилизацию, заодно посмотреть, как обновился парк. Парк действительно, на самом деле, очень сильно обновился. И, в принципе, вот если у демчан спрашивать... Демчан, правильно, да? А если у них спрашивать, вот какой любимый район, они никогда не уедут из Демского района. Почему-то вот есть такая атмосфера в Демском районе. Скажите, пожалуйста, вот об идее, да, вот этой вот, она же, ну, понятная, вроде бы легкая, да, батарейки действительно очень большой вред наносят. Вот расскажите, вот вы как эксперт, о том, почему важно все-таки на это обращать внимание и не выкидывать просто так. Ну, во-первых, батарейки относятся к опасным отходам. Наряду с люминесцентными лампами, наряду с приборами, которые содержат ртуть. Кстати, в наш контейнер, который мы установим, его можно будет легко узнать. Он будет стоять на парковке со стороны улицы Мусы Джалиля. Он такой рыженький, 8-кубовый, на нем будет соответствующий баннер. На баннере будет написано, что можно положить туда, а что нельзя. Вот так вот, ртуть-содержащие отходы, люминесцентные лампы, энергосберегающие лампы и градусники туда складывать нельзя. Потому что на переработку принимают именно отработанные элементы питания. Вот. Связано это с тем, что отходы высокого класса опасности, они наносят вред. Они наносят вред окружающей среде, там содержится большой спектр загрязняющих веществ, которые влияют на человека. Но сами подумайте, вот эта вот реакция химическая происходит в батарейке, и откуда ни возьмись, берется энергия. То есть там достаточно много тех веществ, да, которые будут влиять потом долгое время на окружающую среду. Мы предлагаем альтернативу. Кстати, вот многие люди батарейки не выбрасывают. Они вот поменяли Пакетик и положили. Вот, и мы предлагаем тем, кто это делает, принести, сдать. Да, идем далеко немножечко, но это же тоже город. И это гостей красивый ждет, по-моему, еще город. и какой-то праздник, Да. правильно? Что-то, какие-то активности. У нас очень интересно будет. Мы каждый год проводим награждение. У нас конкурс объявлен. Он традиционный, и у нас несколько номинаций. Мы выделили специально 2 номинации для жителей, которые принесут батарейки самостоятельно. Так. Это те, кому до 14 лет, это детки, как правило, они с таким запалом приносят, они радуются, что вот они такой подвиг совершили, и это благоприятно для окружающей среды, это их прям вот наполняет гордостью. И те, кто старше 14 лет, это 2 отдельные номинации. В этих номинациях мы, как правило, дарим альтернативу батарейкам. Мы дарим зарядное устройство с аккумуляторными батарейками. То, что можно перезаряжать много-много-много раз. И это тоже ответственное отношение вот к природе. Отсюда у меня, да, 2 вопроса. Во-первых, насколько важно детей вот так вовлекать, да, показывать пример. С каждым разом, может быть, детей больше становится. Да? Вот вы уже сказали, что они наполняются гордостью. Вот об этом, о важности. То есть, насколько это действительно интересно и нужно. Много это ли нужно. участников? Это участников каждый раз все больше и больше. У нас есть те, кто по традиции, они заранее спрашивают, а в этом году батарейки будут принимать? Одна из тех категорий – это работники предприятий, организаций, потому что им удобнее, вот руководство приняло решение, и они устанавливают контейнер на проходной,
И они приносят, работники приносят, ответственные за это, заранее волнуются, будем ли мы принимать батарейки. Вот и еще про одну категорию, да, номинацию в этом конкурсе. Это работники предприятий и организаций, это социальная сфера. А еще можно организовать сбор отработанных элементов питания дома. И у нас еще две номинации для этого. Это советы многоквартирных домов. Вот в подъезде просто поставьте пластиковую какую-то тару, достаточно 5-литровую бутылку, напишите на ней батарейки. И управляющие компании, они тоже собирают, многие организуют у себя. У нас есть по традиции управляющие компании, которые привозят большими объемами, они собирают это от населения. А в ответ вот этим номинациям, где предприятия социальной сферы, предприятия, организации, управляющие организации Совет МКД, мы дарим какой-нибудь декоративный кустарник. И вот у многих, кто с самого начала принимает экологические акции, допустим, это «Газпром» газораспределение, это БГК, у них уже там где-то есть целый садик, целая аллейка из того, что мы подарили. Ничего себе. Да. Ольга Николаевна, есть какой-то вот финальный, да, вот я не знаю, объем в прошлом году? Сколько смогли тонн собрать? А вот первый год мы собирали около 1 тонны. Мы сейчас стабильно собираем больше 3 тонн. Отлично. То есть больше 3 тонн Ольга батареек. Николаевна, 3 тонны – это невероятное просто на самом деле. Спасибо большое, это очень большой Хорошие объем. результаты. Мы хотим напомнить всем нашим телезрителям, что с 12 по 18, да в принципе всегда нужно на самом деле к экологии относиться очень ответственно. Вот для этого есть акция. Впереди у Уфы большой юбилей, мы тоже очень сильно ждем и, конечно, желаем вам удачи и сил в этом празднике. Но с нами была Ольга Николаевна Филева, начальник отдела экологии и охраны окружающей среды администрации города Уфы. Спасибо вам большое.